И в завершении о том, почему российская аудитория киберспорта за год выросла почти на треть. Говорят, главная причина – пандемия, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Киберспорт сегодня развивается небывалыми темпами. Миллионы юношей и девушек по всему миру считают компьютерные игры не просто увлечением, а делом всей жизни. Коми от мировых трендов не отстает, что подтвердит Ксения Лосева. Еще Мэн жив. Бейте вместе, парни. Он с юмпом или подобрал. Убили, у вас будка игрок. Накал страстей, как на самых настоящих соревнованиях. Кибердисциплины теперь ничем не уступают спорту оффлайн. Дота, FIFA, Counter-Strike, World of Tanks, шашки, шахматы и даже интерактивный баскетбол. Прогрессивные спортсмены шлифуют свое мастерство, борются за титул и принимают участие в международных соревнованиях, не вставая с игрового кресла. Здесь главное, чтобы железо не подвело, делятся игроки. Интернет-связь была хорошей. Звание мастера или чемпиона получить чуть ли не сложнее, чем в реальной жизни. Тренироваться приходится не меньше, чем в традиционном спорте. Профессиональные геймеры уделяют этому чуть ли не большую часть своего дня. Нужно очень часто тренироваться, очень много. Вот те же профессионалы, которые играют на высоком уровне, они тратят около 10 часов в день. Сейчас, во время вот этой пандемии, очень полезно как раз-таки сидеть дома и вот играть в эти игры. Вот даже все профессионалы, те, кто играют в футбол, все блогеры, стримеры, музыканты, Егор Крид тот же, они все в эту игру играют, за Counter-Strike. Еще каких-то 15 лет назад никто и представить не мог, что компьютерные игры станут не просто развлечением, а самой настоящей индустрией, где появятся соревнования и будут огромные денежные потоки. В начале нулевых Россия стала одной из первых стран, где киберспорт получил официальный статус. Тогда такой шаг был продиктован выходом страны на международную арену и попыткой улучшения отношений с Западом. Особого распространения этот процесс не получил, и уже в 2005 году он был исключен из реестра официальных видов спорта, куда затем снова вернулся в 2010. Именно новое десятилетие стало отличным стартом для сферы компьютерных игр и организации онлайн-соревнований. В Коми киберспорт пришел не сразу, но все же прижился и даже успел собрать вокруг себя немало талантливых игроков. Самый минимальный у нас участник был 14 лет. Ну, у нас, собственно, ограничения с 14 лет стоят. Если бы этого ограничения не было, были бы и люди и моложе. А так, с 14 до 34 лет. Средний возраст – это 16-25 лет. Сегодня во многих городах республики есть свои объединения киберспортсменов. Турниры и соревнования, в том числе и региональные, проходят с большим ажиотажем. Организаторы отмечают, на пользу новому виду спорта в регионе пошла и пандемия. Несмотря на то, что некоторые планы из-за ковида все же пришлось отменить, часть мероприятий удалось провести на интернет-просторах. Чемпионат Коми по компьютерному спорту, например, собрал онлайн около 450 человек со всей республики. Изначально мы, конечно, хотели провести все это дело в Сыктывкаре, то есть подвести итоги в виде большого, хорошего лан-турнира. Но, к сожалению, из-за вот такой вирусной активности мы вынуждены все это проводить в онлайне. Но, в принципе, это неплохо. Кстати, пандемия и в целом очень положительно сказалась на отрасли. Согласно исследованиям Nielsen Sports, российская аудитория киберспорта выросла на 28% и достигла в прошлом году почти 15,5 миллионов человек. Игровой сезон, проведенный в разгар локдауна с 16 марта по 12 апреля, стал самым успешным в истории киберспортивного стриминга. А число просмотров континентальной лиги в России выросло и вовсе на 280%. Цифры впечатляют, ровно как и новые, открывающиеся в том числе и перед республикой возможности. Сейчас главное – правильно использовать общемировой тренд и поддержать местных спортсменов.